В эфире программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. Через Якутию из Магадана на Байкал направляется известный путешественник, инструктор и гид Алексей Исиченко. Сам он проживает в Красноярске, организует походы, в том числе в горы, делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями, истории об интересных местах. Сегодня он у нас в гостях. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. В связи с пандемией и закрытием границ актуальным стал вопрос путешествия по регионам. У нас внутри страны межрегиональный туризм. Какие бы вы регионы посоветовали жителям России для того, чтобы посетить, и что интересного повидали в Магадане во время своего последнего визита туда? Ну, отвечая на ваш первый вопрос, что бы я посоветовал посетить, это, конечно, 100% нужно съездить на Камчатку, как и мы начинали наше путешествие. А потом мы уже переместились вот как раз в Магадан, Колыма и сюда, в Якутию. То есть нас интересовал вообще северо-восток и все вот эти огромные обширные территории, земли. Сейчас в связи с закрытием границ можно путешествовать по России. Страна у нас огромная, с разными климатическими зонами. И, в принципе, обладая временем, можно посмотреть много мест. Пандемия как-то на ваши отпуска и на ваши путешествия сказалась? Ну, в целом, знаете, я обычно зимой уезжал в теплые края, а сейчас, так как все закрыто, я решил остаться дома в Красноярском крае и почувствовал, что такое настоящая зима. На самом деле у нас было нынче минус 44 дома. И впервые в жизни побывал вот на Камчатке, в Магадане и в Якутии. Я очень давно мечтал увидеть и Якутию, и Магадан, и Камчатку. И вот именно этой зимой так все совпало, что получилось. Живете в Красноярске, да, сейчас в Якутске. Какие еще дальневосточные и северные регионы вам удалось повидать? Куда вы отправлялись? Ну, получается, сама Колыма, то есть весь этот регион, и трасса Колыма, и все эти горы, которые мы с другом прошли, это была давнешняя моя мечта, все это увидеть. И особенно, конечно же, Камчатка. Вот Камчатка прям, это такое специфичное очень место. Чем оно вас поразило? Вы прям с такой теплотой о ней знаете, говорите. Если... Камчатка, она именно тоже как остров, можно сказать, хоть это и полуостров, это остров со своим уникальным климатом. То есть вы видите и вулканы, горячие источники, и океанические бухты, то есть все рядышком. И морские животные плавают прям у вас. Вот вы выйдете из двора буквально 10-15 минут и видите морских существ. Очень интересно. Здесь, в Якутии, меня очень сильно впечатляют, конечно же, это огромные пространства, а также горы и холод. Сам холод – это уже достопримечательность Якутии. Кто-то из наших телезрителей не подписан на ваши социальные сети, ну и мы, в принципе, до передачи это обговаривали, но давайте повторим, каким образом вы передвигаетесь, как вы путешествуете? В основном мы двигаемся, то есть пешком. Нас зачастую подвозят, так называемый, знаете, автостоп, когда мы идем, либо мы голосуем, либо нас просто видят, что мы передвигаемся, подвозят. Мы перелетели, к примеру, с Камчатки на Магадан, то есть на самолете. Мы выбираем любой транспорт, удобный для нас. И главное, чтобы посмотреть больше мест. В принципе, в этом задача и есть. Вы побывали в Верхоянских горах. Ваши впечатления? Ну, во-первых, самое такое важное, что у меня возникло, первая мысль, я никогда не знал, что в Якутии есть такие высокие горы, на самом деле. Для меня Якутия не ассоциировалась с высокими хребтами горными. Мы проехали, там, знаете, есть такой черный прижим знаменитый, там огромные каньоны, скалы, горы, там очень все красиво. И они снежные такие, большие, очень красивые. Мне прям понравилось. Вы сами профилируетесь именно на путешествиях в горы, по горным хребтам. Побывав в Верхояне, вы бы могли бы советовать людям там побывать и сами бы отправились туда, да, с конечно. экскурсией уже людей, которых вы хотите туда привезти, показать? Обязательно. Я вот в целом, в принципе, когда куда-то еду, присматриваюсь, что я вот обязательно вернусь и уже возьму с собой туристов с Красноярска либо с других городов, поделиться с этими ребятами вот этими местами. Поэтому я очень рекомендую и Верхоянский хребет, и Аймиконскую долину. В целом я бы так и строил маршрут, что можно съездить в Аймикон, туда, где Уснера, там очень красивые скалы, киселяхи, и в Аймикон, и получается вы как раз еще эту дорогу смотрите, Верхоянский хребет, то есть это комплексное такое путешествие. Ну и Ленские столбы, конечно же, это прям вообще было моей мечтой много лет, я их увидел прям, я очень хотел их увидеть, Ленские столбы, они невероятные. Мечта сбылась. Да, я прям вот нынче, вот в этом году, 21 год, у меня несколько мечт прям таких крупных
исполнилось. Это Камчатка, Магадан и Ленские столбы. Это было мои 3 таких мечты прям сильных. Всегда интересно взглянуть на свой регион со стороны человека, который здесь никогда не бывал, либо бывает редко. Расскажите, как у нас развита инфраструктура именно туристическая? Вы наверняка столкнулись с отелями, дорогами, транспортом, как добраться до того или иного места. Как у нас это все развито вот для человека, который здесь никогда не бывал и не знает каких-то подводных камней? И что нужно изменить, если вам что-то приходит на ум из вашего опыта? Ну, я понял ваш вопрос. В принципе, меня все устраивает. Я даже выходил на людей, кто занимается трансфером. В основном нас больше волнует именно вопрос транспортировки какой-то. Если еще и вести людей, да, с собой группу, то всегда можно выйти на трансфер. Здесь вот именно и Якутия, и Магадан, вот сама трасса Колыма, она очень известна. Поэтому здесь много людей сюда приезжают, они рассказывают. Поэтому здесь более-менее развита инфраструктура на самом деле. Но в связи с огромными пространствами просто можно попасть в такое место, где нет ни тепла, ни согрева никакого. Поэтому зимой надо понимать, что это достаточно экстремально. Но в этом, кстати, и изюминка. Люди же едут за эмоциями, им и нужен этот экстрим на самом деле, понимаете? Они едут за этим экстримом, за холодом, и что вот если бы все было прям полностью удобно и продумано, то есть вот прям вам ничего не надо ни за что переживать, то был бы, может быть, меньше интереса на самом деле. То есть своего рода какие-то это плюс. непознанные места, они своего... С одной стороны, это огромный плюс, что вот именно этот холод и есть какой-то экстрим в нем. Это может притягивать людей. Главное больше рассказать о тех местах, что вот они очень красивые, замечательные места. Ленские столбы, Верхоянский хребет, Аймиконская долина. Больше об этом рассказывать, люди будут больше приезжать просто. Но экстрим нужно оставить, я считаю. Вы весь этот путь прошли пешком, который сейчас Нет, описали? конечно же нет. Это огромное расстояние, больше 2000 километров. Нас зачастую подвозили там, дальнобойщики, кстати, с угольными машинами. Знаете, такие вот есть места на самом востоке Якутии, где граничит уже с Магаданской областью. Там прям ощущается какой-то немного апокалипсис. Вы попадаете по-настоящему в прошлое. Есть такие города, например, как Артек. Он на границе практически с Якутией. Там вот настоящее прошлое сохранилось. Ледяное такое прошлое. И там безжизненное пространство, пешком все не преодолеть. Хотя многие люди путешествуют и на велосипедах, и на лошадях. Кстати, сейчас вот 2 ребят едут из Оймекона на лошадях. Возвращаясь к вашей профессии человека, который выбрал экскурсии, походы в горы, организация таких туристических маршрутов, что вас побудило к этому? Ну, в целом, изначально мне самому нравилось ходить. Конечно, вы сперва заражаетесь какой-то идеей, то есть вам нравится, вы переполняетесь определенным опытом, и потом нужно сделать из этого какой-то вывод. То есть у меня вот всегда такой вопрос возникал. Я понимаю, что вот мой вывод был в том, что я хочу показать просто эти же места. Я люблю рассказывать о них и, конечно, показать. Поэтому многие люди зачастую не знают, что есть интересные места и как туда попасть. Поэтому я просто решаю их проблему. В принципе, в этом есть как любое дело, которое можно устроить. Многие люди мечтают путешествовать, но немногие знают, что это можно сделать своей профессией. Вы, как человек, которому это удалось или отчасти удалось, здесь вы меня уже поправьте, как стать профессиональным путешественником? Ну, в целом, конечно, первое, что нужно делать, это путешествовать. То есть какую-то часть года выделяете на поездки, на путешествия, на изучение тех мест, которые вам давно хотелось посетить. То есть исполняйте свои мечты и желания. То есть начать с малого. Да. Как и в любом деле, что учиться музыке, да, на гитаре, на пианино, учиться чему угодно, кулинарии, надо просто делать. То есть вы просто ездите, понимаете, как это происходит, вы обретаете опыт, и вы уже потом этот опыт можете именно его и использовать. То есть тот опыт, который вы имеете, вы используете и делитесь им с людьми, которые этого опыта не имеют достаточного времени, чтобы этот опыт приобрести. Вы просто им, получается, показываете, как, можно сказать, делитесь своим опытом. И они уже за короткое время могут тоже посмотреть все то же самое, что и вы. Просто вы им помогаете в этом. В принципе, это вот вся такая технология на самом деле. Вы сейчас находитесь в Якутске. Уже удалось посмотреть достопримечательности? Да, конечно. Мы прогулялись по историческому центру. Мы съездили на Ленские столбы, причем с ночевкой. То есть я хотела заночевать очень сильно на Ленских столбах, прям в дикой их части. То есть мы ушли, просто поставили на льду палатку и заночевали. Мы ночуем в теплых спальных мешках. И посмотреть закат на Ленских столбах была прям такая идея. Все оборудование носите с собой, то есть не то чтобы оборудование, а спальные мешки, какие-то сопроводительные вещи? Да, лучше вот все с собой брать на всякий случай.
То есть всегда, чтобы сделать себе еды, чтобы устроить себе сон и согрев себя сделать, то есть одежда, да. То есть вы решаете просто какие-то вопросы, которые могут у вас возникнуть, и берете все мелочи какие-то. Ну, не обязательно прям вот нагружать себя там килограммами всего подряд, но основное продумать надо. Сейчас многие ссылаются на интернет, ищут информацию там. На ваш взгляд, можно ли сейчас доверять интернету в прокладке маршрутов, о том, чтобы узнать какие-то достопримечательности или же найти места, где арендовать оборудование, вот какую-то такую основоположную информацию? Ну, вообще можно доверять, и на самом деле интернет — это такая прям божественная вещь в плане того, что информация может очень быстро везде перемещаться. Но я всегда рекомендую, если вы заинтересованы каким-то местом, напишите человеку, кто уже там побывал, либо, например, если он выложил какой-то определенный пост, не просто прочитайте пост, если вам интересно, напишите ему прям личное сообщение. Либо если там человек живет. Да, личное сообщение напишите. И на самом деле люди, которые любят места, где они побывали, они с огромным удовольствием поделятся с вами, потому что им хочется рассказать о том месте. Они в деталях все вам распишут. То есть это, наоборот, не стесняйтесь, пишите всегда людям, кто где живет или бывает. Google карты подводили? Ну, вообще, на самом деле, я стараюсь пользоваться оффлайн картами. То есть те карты, которые я скачиваю, и я ими и пользуюсь. Лучше всего узнать дорогу еще у тех людей, кто тоже проехал это место. На карте может быть нарисована одна дорога, в жизни это совершенно другое. Совет всегда узнать у человека, кто уже эту дорогу проехал. Алексей, что вы посоветуете начинающим путешественникам-якутянам, нашим телезрителям в частности? Было бы очень интересно послушать от вас наставлений и напутствия. Ну, во-первых, конечно, Якутия — огромный регион, здесь очень много всего интересного, но также, ребят, побывайте в других специфичных, тоже интересных регионах России. Россия у нас огромная страна, и здесь просто тонны всего интересного. Просто каждый находит что-то свое. Я делаю акцент на горах, поэтому еду всегда в регионы, где есть какие-либо горы, либо природные красивые достопримечательности. Кто-то делает акцент на культуре, кто-то на городской архитектуре. Сперва определитесь, что вам нравится, и пробуйте это разное смотреть. Просто, путешествуйте. А что вы для себя вынесли из Якутии? Ну, во-первых, я исполнил свои мечты, конечно же, да, Ленские столбы. Что вынес? Что я сюда вернусь обязательно. Но летом. А почему именно летом? Вам зима не понравилась? Не, знаете, в чем смысл? Просто зима и лето очень сильно отличаются, поэтому хочется побывать летом. Меня, конечно, пугают очень много комаров и мошки. Я сам вырос в таких же примерно регионах, представляю, что это такое, но все равно нужно побывать здесь и летом тоже. Хотя по снегу удобнее, по льду двигаться. Алексей, спасибо, что уделили время, спасибо за интервью. Желаю вам хорошего пути, спасибо. Новых покоренных вершин с вашей профессией. Спасибо. О внутреннем туризме мы сегодня говорили с путешественником Алексеем Исиченко. Вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем телеканале.